я Галина, работаю в Национальном художественном музее республики, мама замечательного сына и также являюсь судьей по скалолазанию. 9 лет назад я совершенно случайно оказалась в музее после факультета иностранных языков. Я пришла на собеседование, мне понравилось здание, в котором находится музей. Я влюбилась в эту мраморную волшебную лестницу и решила, что хочу работать именно в этом здании. Сейчас я знаю, что музей и я – это вещи какие-то неразделимые. Именно работа в музее открыла для меня Арктику, именно работа в музее открыла для меня какие-то удивительные места и удивительных людей. Как человеку, который уже много лет посвятил себя работе в музее, для меня старинные интересные реликвии, они всегда вызывают бурю эмоций. Когда я была в Анабаре, мне посчастливилось побывать на Дне оленевода. Тогда я влюбилась, вот буквально влюбилась в долганский национальный костюм. Мне посчастливилось примерить даже пальто долганское. Я была влюблена в эти бисерную орнаментику. Даже стало непонятно, как это, такой суровый край, да? Белая тундра необъятная, там практически белое небо, да? И такая вот яркая, живописная палитра. Они замечали какие-то мелкие детали в природе, свои яркие элементы, да, что могли перенести это в бытовую, такую, в утилитарные вещи. В прошлом году меня признали в сфере культуры, мне дали знак отличника культуры. Меня признали лучшим молодым специалистом в сфере культуры. Эти две награды, они как-то воодушевили меня. Я поняла, что я не зря работаю в музее. Музей настолько многогранен, что я не знаю, если бы я работала в каком-то другом месте, могла бы ли я реализоваться так, как я реализуюсь сейчас в музее. Я получила категорию судейскую по скалолазанию, и для меня это большой такой бесценный опыт. Мне больше нравится теория, теоретическая часть, и интересно бывает судить вообще соревнования, потому что там свои нюансы, и в этом разбираться очень хорошо. И, этот опыт, он тоже помогает мне как-то реализовываться помимо работы. Хочу верить, что я также являюсь неплохой мамой. У меня замечательный сынишка, он сейчас посещает старшую группу садика. Я хочу, чтобы мой ребенок, когда вырастет, он тоже мог реализовываться не только в узкой сфере своей профессии там, и так далее, но имел какие-то свои увлечения и право выбора. Я считаю, что мы семья легкая на подъем. Наши друзья, такие же, как мы можем проснуться и решить, а поехали на Ленские столбы, и мы садимся в машину и едем на Ленские столбы. Или а поехали в минус 40 зимы, мы едем на Курулур, на водопады. Это хорошо, когда и муж, и ребенок как-то вот имеют те же интересы. Кажется, что успевать уделить время профессии, работе, делу, уделить время семье и уделить время себе лично, своим увлечениям, своим желаниям. Да? Жонглирование, можно сказать, временем – это такой очень хороший пример успешной женщины. Я хочу быть успешной женщиной, умело жонглировать временем, какими-то делами. Я пока учусь, и самое важное, наверное, это гармония должна быть в женщине, гармония в том, хочет она заниматься детьми, это ее желание, она в гармонии с самой собой. И это, наверное, основной фактор того, что женщина успешна в своей жизни. Мне нравится, что мне дают какую-то свободу и в семье, и на работе. Я счастливый человек.